Здоров, неуважаемый. Это циничный комяк с новой порцией охуительных новостей из Республики Коми. Так, ну давай бомби. Сосногорский воришка напился детским шампанским прямо на глазах очевидцев. Да, это жестко. Посетитель пятерочки сначала сложил 12 бутылок в свой мешок, пытаясь вынести его вместе с содержимым втихаря, а затем, уже будучи застигнутым, стал в наглую хуярить газировку прямо на глазах продавцов и посетителей. Я в ахуе вообще. Потрясенные очевидцы вызвали майора в доигра лесов, который на этот раз посадит ранее судимого долбоеба на настоящую бутылку шампанского. В одном недавнем выпуске был рассказ про мужика, живущего в Сыктывкарском аэропорту. Просмотреть можно по подсказке. Теперь же в Ожвинском районе бабушка спит в булочной. Ее видели в разных местах района, где она засыпает прямо за столом. Как сообщается, роль бомжихи бабка приняла самолично и, несмотря на то, что у нее есть семья и жилье, предпочитает бродяжничать. Но нам нужен с вами рывок. Вот что нужно. И нужно это обеспечить. Сережа Агапликов откликнулся на призыв сказочного президента и подарил с барского плеча холопам от медицины скорой брички, чтобы наши коновалы могли быстрее добраться до нуждающихся в помощи и сделать тем живительный укол в голову. И произошло что? Произошло ничего. Жительницу Каджирома с инсультом везли к медикам Печоры на полу в вагоне. Очень по-христиански, очень православно. Дело в том, что пожилую женщину обнул инсульт и местные эскулапы, оказав скорую помощь и ёбнув спирта за здравие пациентки, постановили, что ее необходимо транспортировать из Каджирома в Печорскую ЦРБ поездом. Охуев от такого поворота событий, проводник вагона вежливо сообщила вновь прибывшим, что Ваше место у параши. через 2 часа комфортабельного путешествия бабка все же была доставлена по месту назначения. В Минздраве Коми по поводу этой ситуации сообщили, что у них все заебись и так и должно быть. Это Россия! Несмотря на то, что жители еще в ноябре жаловались на отсутствие круглосуточного стационара, все остается по-прежнему. Да и кому нужна эта ваша бездуховная медицина, если есть церковь? Предлагаю в следующем таком случае никуда не возить пациентов, а просто вызывать батюшку для исповедания. Хотя бы один аргумент, почему бы, сука, и нет? А вы не забывайте ставить лайки, подписываться на канал и группу ВКонтакте, потому что... Одна история охуительней другой просто, блядь. Пока, неуважаемые.